Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В этом году Якутский центр опережающей профессиональной подготовки стал победителем гранта главы республики по реализации проекта «Свои». Проект направлен на оказание поддержки и помощи в социализации детей участников специальной военной операции. Наш гость в студии Владислав Хабаров, директор Центра опережающей профессиональной подготовки республики. Владислав Гаврилович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, что хочется узнать о деятельности вашего центра, чем занимается, какие основные направления. Да, вот наш Центр опережающей профессиональной подготовки одним из первых на Дальнем Востоке был открыт в 2020 году. 2 октября 2023 года, когда вся страна праздновала День среднего профессионального образования, наш центр отметил трехлетие своей работы. Мы работаем по 3 основным направлениям. Первое направление – это аналитика рынка труда. Мы выявляем, какие профессии и специальности будут востребованы для экономики нашего региона, и работаем по внедрению их в среднем профессиональном образовании, в вузах и в образовательных организациях, которые проводят профобучение. Также второе наше направление – это профориентация. Профориентация – это не только школьники и дети школьного возраста, это и взрослое население. Мы рассказываем, говорим, проводим мастер-классы, проводим, в общем, мероприятия по освещению профессий и специальностей, которые востребованы сейчас. Все мы понимаем, что нужно учиться каждый день, на протяжении всей своей жизни, чтобы быть востребованным. Ну и третье, главное наше направление – это образовательные программы. Краткосрочные образовательные программы, есть такое понятие, это до 6 месяцев, когда ты можешь получить профессию, когда ты можешь повысить свою квалификацию, либо переподготовку пройти. Это сейчас все федеральные проекты, которые у нас есть в республике, и республиканские, очень много проектов проходят через наш центр. Владислав Гаврилович, вы вот упомянули, что занимаетесь исследованием наиболее популярных профессий, которые затем уже внедряются в учреждения образования. Если не секрет, какие сегодня топ-3 самые популярные и востребованные профессии? Ну, самые востребованные, конечно, вот в Республике Саха-Якутия это промышленность, промышленные компетенции очень развиты, и профессии, они востребованы. Через наш центр проходит очень много таких профессий в рамках, вот, например, содействия занятости, когда люди бесплатно получают профессию, специальность и могут трудоустроиться в любую промышленную компанию. Ну и второе направление, которое сейчас очень популярно, это все, что связано с цифрой. Это и IT, это и креативные профессии, это может быть и в любой отрасли, начиная от сельского хозяйства, заканчивая промышленностью. Это очень востребовано. Вот я ранее упомянул, что Центр стал обладателем гранта, направление «Свои». Расскажите подробнее о проекте. Самое главное, как пришли к такому направлению? Да, наш центр является автономной некоммерческой организацией, и мы участвуем вот в таких грантах. Ранее мы выигрывали гранты президента страны, и вот приняли участие вот в грантах главы республики Айсена Сергеевича Николаева, грант Илдархана. И вот мы понимаем, что сейчас идет специальная военная операция, понимаем, что надо поддерживать наших участников специальной военной операции. И вот так как наш центр занимается обучением школьников в том числе, поэтому мы решили их поддержать и вот внедрить такую инициативу, что любой школьник, являющийся членом семьи участника специальной военной операции, может пройти бесплатное обучение и получить любую профессию бесплатно. На самом деле эта инициатива озвучена была и главе вот, до этого. Мы хотели, чтобы каждый десятиклассник или одиннадцатиклассник, учащийся в Республике Саха-Якутия, имел возможность бесплатно получить профессию. Эта стратегическая инициатива Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия, она оформлена. Но вот одним из шагов реализации является вот первый наш шаг, это то, что участники СВО, их дети могут получить бесплатно профессию. Ну, я еще упомянул социализация детей. Значит ли это, что помимо обучения еще какие-то психологические практики туда внедряются? Да, как я уже говорил, наш центр занимается еще и профориентацией помимо образования. Естественно, мы для детей сначала проведем профдиагностику, посмотрим, какие профессии для них подходят, какие у них наклонности есть. И исходя вот из этого результата мы предложим, какие профессии они могут бесплатно у нас обучиться и получить. А каким профессиям можно обучить детей? Да, вот первым этапом реализации этого проекта является вот предквалификационный отбор. Мы не можем допустить сюда все образовательные организации, которые могут работать, да, и здесь был проведен определенный отбор. Сейчас около 10 образовательных организаций, это и частные организации, и система среднего профессионального образования, начиная от повара, заканчивая водителем категории «Б» представлены. То есть это же хорошо, когда школьник 10 класса может бесплатно получить вот права.
Да, вот. И вот проект «Свои» для него дает такую возможность. А как его подать? Вот, школьник сейчас должен зайти на сайт sop14.ru, это наша официальная страница Центра опережающей профподготовки. Там представлены все наши курсы, и в том числе вот по проекту «Свои», где он может подать заявку. Мгм. То есть, правильно я понимаю, участвуют школьники старшего звена, 9, 10, 11? Да, 9, 10, 11 класс, но вот надо понимать, что у него должен быть аттестат девятиклассника. То есть если у тебя есть аттестат девятиклассника, то ты можешь получить профессию. Среднего, неполного Да, образования. среднего неполного образования, и ты можешь получить профессию. Мгм. И тогда вот в принципе после 9 класса человек может получить профессию шестимесячную, да, обучиться 6 месяцев и уже выйти на рынок труда. То есть у этого ребенка, школьника, появляется гарантия, что он в принципе после школы уже может трудоустроиться и работать. То есть школьники самостоятельно выбирают профессии, которые в дальнейшем они получают. Да. А что выбирают чаще всего? Ну, сейчас вот все-таки у нас пока что первый этап начался, и вот в стенах транспортного техникума, это в Нижнем Бестяхе, у нас обучились по профессии фотограф. Да, 11 ребят, школьников. И вот первая у нас выстрелившая вот профессия, получается, это креативная, Мгм. да, фотограф. Но на подходе у нас повара, на подходе обучение парикмахера и швеи. Ну, я уверен, что вот креативные профессии более чем оправданы, учитывая, сколько ставок делает наш регион на креативную экономику. А до какого года будет проект реализовываться? Ну, наш грант, он на 1 год реализации дается, и в 2024 году все ребята должны получить свидетельство. Ну, у нас контрольная точка – это июнь 2024 года, когда все ребята получают свидетельство о рабочей профессии, и уже мы считаем, что этим проект первый заканчивается. Завершится. Да, завершится. А какие-то цифры перед собой ставите, например, сколько охватить школьников? Да, в проекте у нас 198 детей должны быть охвачены. Мгм. На самом деле их может быть больше, и мы считаем, что этот проект должен быть продолжен. И Центр опережающей профподготовки готов его продолжать. Владислав Гаврилович, вы вот упомянули о том, что основная форма – это сайт, где с вами можно связаться. Какие документы необходимы школьнику помимо аттестата? И можно ли физически прийти и подать документы? Да, мы сейчас работаем с управлениями образования. В принципе, управление образования тоже эти разъяснения получили. Это должен быть аттестат, основное требование, да, и там есть и какие-то личные документы, там СНИЛС, паспорт, и справка о том, что он является членом семьи военнослужащего, которая выдается. Есть еще такой вопрос. Будете ли работать со студентами, допустим, уже, которые получают высшее образование, или с выпускниками школ? Ну, это уже в рамках других проектов, которые есть под Министерством образования и науки. Там есть очень много мер поддержки, на самом деле, и которые вот постоянно озвучиваются. И повышенная стипендия, и все там есть, меры поддержки. Но вот наш проект «Свои», он направлен только на учащихся школ. Мгм. Я предлагаю еще немножко поговорить о деятельности вашего центра. Вот, насколько я понимаю, одна из главных задач – это оказание помощи в поиске, так скажем, будущей профессии. Работаете с людьми старшего поколения? Да, работаем с людьми старшего поколения, со школьниками. Вот сейчас уже на базе парка «Россия. Моя история» у нас проходит совместный проект. Наверное, слышали, «Билет в будущее» называется. Да, это профориентация всех школьников. Ну, что про взрослое население сказать? Давно прошли те времена, когда можно было получить одну профессию или специальность и с этой специальностью идти всю жизнь. Сейчас уже, когда ты заканчиваешь вуз, ты должен поднимать свою квалификацию, учиться каждый день. Технологии развиваются очень быстро, и чтобы быть востребованным на рынке труда, надо учиться каждый день. А сейчас, тем более сейчас, уникальная возможность для каждого жителя, мне кажется, да, и для каждого человека, потому что потребность в рабочих кадрах есть, потребность в людях есть, и, в принципе, надо занимать эти ниши и работать. Ну, то есть можно говорить о том, что с бухгалтера можно переучиться на любой другой специальность. Да, конечно. А на кого чаще всего переучиваются, вот помимо промышленников и айтишников, о которых мы говорили в начале? Ну, наоборот, Или наоборот, в бухгалтера да, как раз да? профессия бухгалтера, она очень популярна. Профессия закупщиков очень популярна. Вот финансовая часть, она очень популярна, потому что любой человек, имеющий какую-то другую смежную специальность, он сейчас у нас учится и на бухгалтера, и на закупках проходит повышение квалификации. В общем, это очень популярное направление.
Также вот есть популярные направления SMM, да, вот сейчас же все у нас в интернете продается, покупается, и вот те новые цифровые технологии, которые есть, мы их учим и учим людей продавать и покупать. Вот поэтому вот методы продвижения, как меняется журналистика, вот все эти новые цифровые решения, они сейчас называются по-другому и вот подаются через Центр опережающей профподготовки. Мгм. А если говорить о людях золотого возраста, о пенсионерах, какую работу ведете с ними? Ну, вот недавно у нас прошли курсы по цифровой грамотности, по финансовой грамотности. Вот, для старшего поколения, вот для золотого поколения мы вот как раз проводим курсы по цифровой грамотности. Во-первых, это пользование телефоном, да, компьютером, пользование интернетом и как можно защититься вот от злоумышленников, например, от мошенников. И вообще, как финансовые операции проходить вот, в системе вообще эквайринга, вот, онлайн-банков и интернета. Мгм. А как им попасть в ваш центр? Что нужно для этого? И берете ли работающих Да, пенсионеров? наш центр опережающей профподготовки, мы вообще сами себя позиционируем как оператор образовательных услуг, как единое окно образовательных услуг. То есть Центр опережающей профподготовки на самом деле не сам во всем этом разбирается и учит, да, потому что таких возможностей ни у кого не хватит. Но на самом деле у нас есть очень много партнеров. Это колледжи системы среднего профессионального образования, которые вот за эти десятилетия доказали, что они являются очень хорошей, квалифицированной силой. Допустим, по финансовой грамотности мы можем с финансово-экономическим колледжем, по транспорту мы можем с автодорожным техникумом. Вот разные направления есть, с которыми мы работаем. И мы как, вот всегда этот пример привожу, мы как МФЦ для социальных услуг, мы как МФЦ для вот, образования. То есть любой человек, физлицо, может подойти в ЦОП на Крупской 13, мы ему объясним, консультацию сделаем по профориентации и расскажем, какие профессии и специальности сейчас востребованы и где это можно получить. Исходя из категорий, может даже человек оказаться так, что он может получить бесплатно эту профессию. Потому что очень большая поддержка в стране, и у нас в республике очень много бесплатных проектов, где человек может получить квалификацию. Не обязательно безработный. То есть ты можешь работающим человеком быть и получить профессию заново, либо повысить свою квалификацию. И здесь самое главное, что услуги есть и платные, и льготные, и скидки, и можно вообще бесплатно. Да, да. Владислав Гаврилович, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну, я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.